Смотрите новости в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Майские без пожаров. В Якутске усилили контроль за возгораниями, следят через спутники, авиацию и камеры. Будущее креативной Арктики уже здесь. Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова прибыла в Якутск. Эхо двух войн, двух веков. В Усть-Алданском музее открылась уникальная экспозиция. В Якутске усилили контроль за пожарами на майские праздники. Для отслеживания угроз используют спутниковые системы, авиапатрулирование, камеры видеонаблюдения. Так, в городе запрещено выжигание растительности и сжигание мусора. Но есть официальные места для отдыха. Городской пляж в 202 микрорайоне, район села Владимировка и территория за причалом погрузки угля в Кангаласах. Там можно готовить шашлыки на углях, но только с соблюдением мер безопасности. Рядом должны быть вода или огнетушитель. За нарушение грозят штрафы от 5 до 800 тысяч рублей. Начали вскрываться ото льда реки. Как отмечают гидрологи, ледоход на некоторых реках начался раньше сроков. По сообщению якутского гидромета, вечером 6 мая на четверо суток раньше нормы ледоход начался на реке Амге у гидропоста Буяга в Алданском районе. Очищение ото льда наблюдается на реке Кемпиндяй у села Кемпиндяй Сунтарского района и на реке Танары у села Чай Вилюйского района. 7 мая на двое-трое суток раньше нормы вскрылись реки Чона и Ичода в Мирнинском районе. МТС улучшила мобильный интернет ЛТЕ рядом со стройкой Ленского моста. Дополнительное оборудование установили в селе Старая Табага. Теперь на всей территории стройплощадки доступна высокоскоростная сеть до 60 мегабит в секунду. Рабочие могут оперативно общаться в мессенджерах, отправлять видеоотчеты и решать задачи онлайн. Связь также покрывает само село Табага и базу отдыха Ленские Зори. Будущий мост соединит Якутск с селом Хаптагай и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с федеральными трассами, без зависимости от паромов летом и ледовых переправ зимой. Нейробиблиотека, развитие креативных индустрий и отражение национального колорита через цифровые технологии. Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий посетила замминистра науки и высшего образования страны Ольга Петрова. Куратор федеральной власти посмотрела творческие мастерские заведения, пообщалась со студентами и наметила планы на будущее. В университете продолжит действовать государственная программа «Приоритет-2030», направленная на совершение новых достижений и развитие творческого потенциала студентов. Планы, конечно, регламентируются ключевым образом. Это программа «Приоритет-2030», где стратегия развития. Конечно, сейчас приемные кампании. Безусловно, задача, чтобы прием был успешным. И дальше большее взаимодействие с партнерами, безусловно, привлечение таких уже индустриальных партнеров, которые вкладывались бы совместно в развитие. То есть много разных интересных идей. Для жителей Адунинского наслега наступил очень радостный момент в преддверии весенних праздников. В рамках программы по переселению из аварийного жилья 9 семей получили ключи от новых квартир. Фундамент двухэтажного каменного дома был заложен в 2024 году. Напомним, Горный Улус активно работал по программе переселения из аварийного жилья. Например, с 19 по 25 год по всему Улусу в эксплуатацию введены жилые дома общей площадью 16 902 квадратных метра, пригодные для проживания. 9 семей, получившие ключи от нового жилья, планируют переехать в свои квартиры после празднования Дня Победы. Мы благодарны главе нашего Улуса Никите Викторовичу Андрееву, то, что нам предоставили такую возможность переехать в такую просторную квартиру. Наша квартира благоустроенная, оснащена теплой холодной водой, комнаты очень просторные, светлые. Мы очень рады. Усть-Алданский музей истории и краеведения открыл экспозицию «Эхо двух войн, двух веков». Она связывает Великую Отечественную войну и спецоперацию. В музее уже собрано более 100 экспонатов времен 41-45 годов. Среди них военная форма и личные вещи ветеранов. А теперь коллекцию дополняют предметы, переданные участниками СВО. Так наглядно проявляется связь поколений и преемственность подвига разных эпох. С недавнего времени участники СВО начали давать свои вещи, форму, флягу, каски, флаг, оберег и другие свои личные вещи.
В нашем районе Усть-Алданском 4 героя войны. Герой гражданской войны Гаврил Егоров, герой Великой Отечественной войны Владимир Лонгинов, Михаил Стрекаловский и герой СВО Алексей Неустроев. У нас в музее отдельно оформлена экспозиции, посвященные СВО и легендарному танку «Алеша». В районной центральной библиотеке имени Льва Львовича Габышева в Алекминске прошел литературно-музыкальный вечер, который посвятили самым уважаемым жителям Алекминского района – ветеранам тыла, труда, участникам СВО. Моя мама просто лучший врач. Но я всегда мечтала на сцене петь и танцевать. Я могу, честно. Хотите, покажу? О мечтах рассказывали такие же юные, как и артисты, девочки из военного отряда. О мечтах, которым было не суждено сбыться. А еще я всегда знала, то, что выйду замуж за красавца-лейтенанта. Ну и как, ты вышла? Не успела. На импровизированной сцене артисты театральной студии «Браво» показали отрывок из произведения «А зори здесь тихие». Гости слушали, затаив дыхание. А и Ивановна Сергеева, отметившая 96-летие, и сама помнит то время. А я вспоминаю военные годы, мне слышится эхо прошедшей войны. Как мы малолетки, мальчишки, девчонки, родных провожали, они шли на фронт. А с фронта летели к нам в тыл похоронки, как много осталось вдов и сирот. Прошло наше детство, покрылось тьма. Не могу. Со слезами в глазах она читает строки стихотворения. Вы знаете, я, конечно, свое-то детство у меня его, можно сказать, и не было. Какое детство? В 11 лет война, в 10 лет война началась, мне же 96 же. Ну и вот это, где там? А потом работа, с 13 лет почту стала возить. Такое мероприятие давно стало традицией для Центральной районной библиотеки. Центральная районная библиотека проводит литературно-музыкальный вечер для ветеранов тыла, детей войны. Сегодня мы пригласили также председателя Ассоциации ветеранов СВО Александра Ивановича Несмелого. Прежде выступил Николай Николаевич Харбин с поздравительной речью. Выступили ребята, они всегда нас выручают, ребята 4-й школы. В ближайшее время прозвучат еще песни под гитару. Песни военных лет. Какие строки? Есть песни, которые тебе нравятся? Военные? Да, их очень много даже. Тот же Любэ, Родина мать, Катюша, Смуглянка. Что еще есть? А тебе не правда нравится или вот потому что надо говорить? Нравится. Мне нравится их слушать самому. Ну и играть их тоже. Нравится. А первая песня какой же лучше? Первую военно-патриотическую. Здравствуй, мама. Была. Самые теплые слова им. Прошедшим через суровые годы. Тем, кто в тылу ковал победу. Кто жил одним. Приблизить великую победу. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В преддверии великого праздника Дня Победы в поселке Хандыга состоялся традиционный голубой огонек, объединивший ветеранов, матерей и жен участников СВО, ветеранов боевых действий. Вечер прошел в теплой душевной атмосфере, наполненной воспоминаниями, искренними поздравлениями, любимыми песнями военных лет и словами благодарности тем, кто хранит память о подвиге и передает ее новым поколениям. Мы все встречаемся, общаемся, веселимся и очень даже довольны этим мероприятием. Вот. И вспоминаем, конечно, всех своих родственников, погибших, всех, потому что это была война. Мы все пережили это горе. Во Владивостоке прошла музейная ассамблея Дальнего Востока, ежегодное профессиональное событие для музейного сообщества, объединяющее специалистов, экспертов и управленцев для обсуждения будущего музеев, их новой роли в развитии территорий и обмена передовым опытом. Подробности знает Иннокентий Кычкин.
Во Владивостоке состоялась музейная ассамблея, куда съехались участники из 8 регионов Дальнего Востока. В программе 3 ключевых направления: проектные инициативы, новые музейные стройки и работа тематических мастерских. Первые 2 дня – это закрытый трек деловой для участников проектного интенсива «Музейный дальник», которые привезли свои проектные идеи, и мы в ближайшие 2 дня их дорабатываем, после чего выберем 15 музейных инициатив, которые станут победителями нашего конкурса. Они будут представлены уже в публичной программе Приморской музейной ассамблеи и дальше будут участвовать в большой публичной программе развития музейной сферы Дальнего Востока. Перед очным этапом проектного интенсива «Музейный дальний» участники на протяжении 4 недель в онлайн-формате разрабатывали свои проекты. Из 152 заявок с Дальнего Востока отбор на очный этап прошли лишь 23 человека. Участники из Якутии рассказали про свои проекты. Наш проект называется «Нюрба» на месте легендарного озера. На нынешнем месте, где стоит город Нюрба, стояло большое озеро. Оно имело 20 километров в длину, 10 километров в ширину. И это озеро спустили в 1824 году в реку Вилюй. И эта история очень тесно связана с историей нашего района Нюрбинского. Тогда оно называлось Мархинским улусом. И сейчас город стоит на месте озера. И эта история не интегрирована с городской средой. И мы хотим этим проектом вновь рассказать об этой истории, напомнить жителям, что они связаны вот с такой легендарной историей, и чтобы они гордились этой историей. На площадке ассамблеи сотрудники музеев из Якутии представили свои проекты по работе с наследием и культурным потенциалом мест. По итогам мероприятия музейные инициативы обрели поддержку от экспертов, войдя в число 15 победителей. Проект называется «Были и небылицы Ленска». Идея в том, чтобы вместе с проектами найти и зафиксировать устный фольклор, истории, байки, которые живут в городе. Потому что есть официальная история, уже запечатленная в книгах, в различных изданиях, а есть то, о чем говорят люди, да, и часть уходит, так и не будучи проявленными. И так как у нас на следующий год состоится республиканский ЭСЭХ, то мы хотим не только ленчанам показать что-то неизвестное про город, но и гостям, которые к нам приедут. Таким образом, музейная ассамблея Дальнего Востока стала площадкой по работе с этнокультурным наследием и предоставила возможность региональным музеям развивать свои проекты. Иннокентий Кычкин, Владивосток. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.